Вот такие маски мы отшивали, только белые они у нас были на клинику, больницу. Вот эти у нас вот тоже уходили. Очень много было заказов на эти маски. Объявили пандемию, цены на маски доходили до 500 рублей. Просто это какие-то фантастические цены, и их не было в наличии. У меня на тот момент было много обрезков ткани. И я подумала, что вот эти обрезки я смогу сшить маски и раздать их тем, кто скажет, что им нужно. Материала хватило примерно на 400 масок. Но заявок было очень много. На 1000 штук я получила заявки через Инстаграм. Но я не остановила подачу. Я подумала, что как-нибудь мы разберемся. Я понадеялась на Бога. Вот. И со временем, буквально в пару дней, мне стали приходить оптовые заказы. То есть люди, которые видели в Инстаграме мой пост про бесплатные маски, они проспонсировали своим заказом пошив большой партии масок для людей, по сути. И первые 1000 масок мы раздавали возле Бахетле на Имашева. Приходили люди, абсолютно не понимая, почему мы это делаем. Они спрашивали, а почему вы раздаете бесплатно? Я говорила, не ищите логики, ее нету, ее просто нету здесь. Вот. Мне подарили много шоколадок, люди приходили с пирожками, с какими-то. Это было очень трогательно. Мы выбираем ткани, чтобы они были гипоаллергенные, чтобы они не создавали аллергию людям. То есть покупаем хлопковые ткани, трикотажные, которые состоят из хлопка. Сначала мы делаем настилы изначально, когда уже раскроили маски, начинаем шить. И приблизительно у нас затрата времени на одну маску получается 5 минут. Я думала о том, что у меня есть деньги на счету для того, чтобы оплатить работу, самой шить, и у меня есть ткань на это. И я подумала, что пусть это будет мое вложение в эту общую беду. Потом так получилось, что я связалась с несколькими врачами, которых я лично знаю, которым я вожу своих детей. Мне сказали, что никаких средств защиты в принципе нет в больницах сейчас, что раздают марлю и говорят шить маски. Приезжают торговцы и продают эти маски возле больниц. То есть это вообще ужасно. И возникла идея передать маски в больницу. И тут у нас получилась такая коллаборация. То есть Елена, ее швейный цех поддержал тоже. Они шили бесплатно маски. И очень много людей, которые видели в Инстаграме это, они заказывали для своих каких-то предприятий. И получилось так, что не было ни я-то заработать на этом. Но так получилось, что вся вот эта идея, она была оплачена другими людьми, которые имели свой бизнес и имели возможность это сделать.